В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Задача – объединить усилия. Президент Рауль Хаджимба встретился с представителями партий и общественных движений, входящих в Координационный совет. Миграция под контролем. Рейд по выявлению нелегалов в стране провела миграционная служба Абхазии. Экспозиция «Цвета осени» завершился третий международный арт-пленэр художников Абхазии и России. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с представителями партий и общественных организаций, входящих в Координационный совет. Во встрече также приняли участие вице-президент Виталий Габня и руководитель администрации президента Астамур Тания. Ситуацию в республике президент охарактеризовал как стабильную и контролируемую органами государственной власти. Он отметил, что за прошедший год многое удалось сделать, некоторые темы требуют дополнительных усилий. Мы делаем работу открыто и честно. Хотим, чтобы многие те вопросы, которые обсуждаются в обществе, были бы доступны для любого человека, были бы понятны. Есть вещи, где мы не дошли, есть моменты, где мы не успели поставить задачи так, чтобы ответы на них наше общество услышало бы, так как это действительно требует сегодняшняя ситуация. Я думаю, многие темы, которые звучат сегодня, они важны для нашего государства. Есть темы, которые будоражат так или иначе людей, начиная от вопросов недвижимости. И хотелось бы, чтобы многие эти вопросы обсуждались бы, не сталкиваясь лбами, не создавая определенного напряжения. И хотелось бы, чтобы мы, власти, были бы готовы к открытому диалогу. И у нас, я думаю, есть что сказать, что представить. Общество не должно быть разделено на своих и чужих. Могут быть мнения разные, и запретить думать человеку мы не имеем ни права и не должны таким образом представлять свое отношение к разности мнений, которые сегодня существуют, как позиция, которая неприемлема для властей, что это неприемлемо вообще для государства. Мнения будут. Главное, чтобы с этими мнениями мы могли работать качественно, обсуждать и не создавать определенных сложностей для наших граждан. В качестве положительных тенденций, которые есть сегодня в государстве, это то, что мы сегодня при всех сложностях, которые сложились в части экономической составляющей, я не делаю из этого секрет, есть определенные сложности в финансировании по линии инвестпрограмм. Всем это хорошо известно, но Абхазия впервые показала и доказала самой себе в первую очередь, что у нас есть резервы, у нас есть и ресурсы. Если правильно их оценивать, если правильно их выявлять и доставлять до бюджета государства, то многое можно будет изменить. Для того, чтобы это произошло, нужно сделать так, чтобы общество было готово, было бы единым для того, чтобы реализовать многие эти задачи. В этом, конечно, нам должен и помогать парламент. Многие законы запаздывают, и не только по вине самого парламента, а по вине в большей степени исполнительной власти, которая должна в большем объеме предоставлять проекты законов, которые обсуждались бы уже в стенах законодательной власти. Есть вопросы, связанные с системой судебной власти. Я думаю, что здесь тоже нет каких-либо закрытых тем. Буквально вчера руководитель Верховного суда говорил о тех задачах, которые стоят перед этими
органами. И самое важное, что и перед нами сама ситуация, и тот закон, который сегодня уже вступил в силу, те конституционные нормы, которые требуют совершенно другого подхода в формировании судебной системы, заставляют нас очень жестко напрячься. Здесь речь идет о формировании новых структурных подразделений, создании условий подкрепления в финансовом отношении этого института. И, несомненно, я еще раз говорю, это потребует определенных и очень серьезных усилий исполнительной власти для того, чтобы реализовывать эти задачи. В ходе встречи участники высказали различные предложения по реформированию Конституции, решению социально-экономических и политических проблем. Президент подчеркнул свою заинтересованность в развитии широкого диалога с различными общественными силами, в том числе оппозиционными, для достижения общих целей построения сильного и благополучного государства. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время будет сформирована постоянно действующая площадка для такого сотрудничества. Участники встречи выразили свою поддержку курсу, проводимому президентом, и подчеркнули важность подобных встреч для формирования общих подходов решения задач, стоящих перед страной. Научные деятели России, Карачаево-Черкесии и Адыгеи удостоились ордена Ахидз-Апша третьей степени за вклад в развитие научных взаимосвязей. Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба, который лично вручил им заслуженные награды. Я вам благодарен за то время, которое вы нашли и приехали поздравить наш институт, принять участие в этих торжествах. Для нас институт – это важное звено в строительстве нашего государства. Институт, который, во всяком случае, имеет очень тесное отношение к нашему национально-освободительному движению. Здесь практически состоялись те люди, которые очень тесно связаны со всеми теми процессами, которые происходили в Абхазии. И не мне вам рассказывать о Владиславе Григорьевиче, который тоже длительное время имел отношение к Институту востоковедения. И то, что сегодня институт продолжает работать, это заслуга тех людей, которые там, под крышей этого высшего учебного заведения, исследовательского института, потому что там продолжают работать и учиться. Доктор исторических наук, профессор, замдиректора Института востоковедения РАН Эльген Молодякова удостоена ордена Ахидз-Апша третьей степени за вклад в развитие российско-абхазских научных взаимосвязей. За вклад в развитие научных взаимосвязей между Республикой Абхазия и Республикой Адыгея награжден орденом Ахидз-Апша третьей степени доктор филологических наук, профессор, директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Батыбри Берсиров. Также за вклад в развитие научных взаимосвязей между Абхазией и Карачаево-Черкесией орденом Ахидз-Апша третьей степени награжден профессор, проректор по научно-исследовательской работе Карачаево-Черкесского госуниверситета Сергей Пазов. Это высокая награда от вас нашему институту, потому что мы одна единая научная семья, академическое братство. И для нас связи с Абхазией, вы знаете, очень много значат. Совместные работы, изыскания. В музее приятно видеть работы, находки наших археологов. И поэтому большое вам спасибо за поддержку, которую вы оказываете науке. Это спасибо. Чрезвычайно важно. Спасибо. 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 Спасибо вам. Чтобы наши отношения с нашими кровными братьями, с нашей той частью Кавказа, которую мы считаем важной для нашего становления, чтобы все эти связи нарастали и приумножались. Спасибо. Это самое главное, самая ценная для меня награда, потому что то, что касается Абхазии, судьбы, всего, что происходит сегодня, процессы, они нам очень близки и понятны.
И что касается научно-исследовательского института Абхазии, мы в тесном сотрудничестве работаем. Очень плодотворно абхазские ученые принимали участие в свое время в жизни нашей республики. Сегодня мы контактируем на всех уровнях. Это совместные статьи, совместные монографии, участие в диссертационных советах. Огромное вам спасибо за внимание. Это воспринимаю как награду всех сотрудников моего института, где я работаю. Спасибо. Госстандарт Абхазии и Ростехнадзор подписали в Сочи меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены обмениваться опытом в сфере промышленной безопасности и подготовки нормативно-правовых документов. Тему продолжит Сима Аргун. Надзор за объектами производства играет важную роль в безопасности населения. В Абхазии огромное количество объектов производства, за которыми все послевоенное время не осуществлялся должный контроль. Все опасные производственные объекты в обязательном порядке должны будут проходить процедуру экспертизы промышленной безопасности, отметила зампредседателя Госстандарта Наталья Кварацхелия. Когда новое руководство пришло на эту должность, мы определили те слабые стороны, которые мы на сегодняшний день имеем. Одной из тех самых основных слабых сторон оказалась это, конечно, деятельность в области регулирования промышленной безопасности и ведения надзорной функции в этом направлении. На территории Республики Абхазия достаточно немало тех предприятий, можно сказать, что немного, но и немало для нашей территории, которые осуществляют такого рода деятельность. В связи с этим мы начали организовывать первые свои встречи с нашими коллегами на территории Российской Федерации с Ростехнадзором. Первая наша встреча прошла 11 марта, по которой мы определили тот путь и план мероприятий, по которому мы пойдем, для того, чтобы обучить специалистов практической деятельности, обговорить возможность обучения теоретическим азам в вузах Российской Федерации, а также подготовки необходимой нормативной базы. 2 месяца тому назад вышли ряд постановлений Кабинета министров, которые регулируют лицензирование в области этой деятельности. Сегодня в Сочи Государственный комитет по стандартам потребительскому и техническому надзору Абхазии и Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору подписали меморандум о сотрудничестве. С абхазской стороны документ подписал председатель Госстандарта Абхазии Эрик Рыштуни, с российской – руководитель Федеральной службы Ростехнадзора Алексей Алешин. Документ подразумевает разработку нормативно-правовой базы в области регулирования промышленной безопасности и обмен опытом в осуществлении лицензионной деятельности, подготовку специалистов и повышение квалификации сотрудников комитета. Госстандарт Абхазии создан всего год назад. Председатель комитета Эрик Рыштуни отметил, что ведомство старается выйти на современный этап развития, и поэтому необходим опыт российских коллег. Ростехнадзор выразил готовность поделиться как опытом, так и знаниями в сфере промышленной безопасности. Сотрудничество мы предполагаем по 2 направлениям. Первое. Наши коллеги попросили оказать содействие в создании нормативной базы, все, что касается промышленной безопасности. Поэтому мы подготовим все, что у нас есть, все, что может пригодиться Абхазии, и передадим, и дадим соответствующие разъяснения. Это первая сторона. Но самое основное, о чем мы договорились, это то, что сотрудники, которые занимаются промышленной безопасностью в Абхазии, мы готовы их принять у себя, что называется, на стажировку, но на стажировку не теоретическую, а мы их будем брать вместе с нами на проверки, которые мы осуществляем на объекты промышленной безопасности. Я думаю, что это будет самая большая учеба и самое большое подспорье для создания, фактически пока еще нового, молодого органа по промышленной безопасности Абхазии. Сотрудничество в области промышленной безопасности позволит постоянно совершенствовать методы работы при осуществлении надзора за соблюдением требований законодательства. Стороны выразили уверенность в том, что документ получит реальное воплощение. Сима Аргун, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. В нынешнем году в Абхазии стартовала программа кредитования малого и среднего бизнеса. О том, как эта программа реализуется, рассказал в интервью нашей программе председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия. Изначально на первом этапе с 15 июня по 15 июля в Национальный банк Абхазии было представлено заявок на 400 с лишним миллионов рублей. Все эти заявки в виде анкет были переданы в комиссию при Министерстве экономики, и по результатам работы комиссии нам вернулись списки заемщиков на сумму в 230 миллионов рублей. Эти списки Национальный банк Республики Абхазия передал в коммерческие банки с тем, чтобы потенциальные заемщики, которых одобрило государство, могли обращаться в банки
и претендовать на получение кредита. Дальше с ними проводились работы на предмет соответствия законодательства Республики Абхазия, на предмет наличия обеспечения и так далее. И в итоге коммерческими банками поддержаны проекты на сумму 120 миллионов рублей. Все эти проекты и заявки переданы в Национальный банк Республики Абхазия. И к сегодняшнему дню одобрены проекты на 80 миллионов рублей из 120. То есть большей частью Национальный банк одобрил. С теми заемщиками, которых Национальный банк не одобрил, ведутся работы по усилению обеспечения. И процесс выдачи денег уже начался на той неделе. К сегодняшнему дню выдано 26 миллионов рублей. В ближайшую неделю-две остальные 80 миллионов тоже будут получены. Полную версию интервью председателя Национального банка Абхазии Беслана Барателия смотрите сегодня после новостей в программе «Амшипшара плюс». Кабинет министров республики объявил конкурс на приобретение оборудования для оснащения Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир. В этой связи глава правительства распорядился создать конкурсную комиссию по выбору подрядчика по поставке оборудования для библиотеки и конкурсной комиссии по выбору подрядчика по поставке оборудования Национальной библиотеки Республики Абхазия имени Папаскир поручено организовать прием заявок на участие в конкурсе с 19 по 26 октября 2015 года, а также осуществить подведение итогов конкурса не позднее 27 октября 2015 года. Кабинет министров распорядился утвердить конкурсную документацию и перечень оборудования, планируемого к закупкам. Начался осенний призыв в Вооруженные силы Абхазии. В период осеннего призыва ряды абхазской армии должны пополнить 400 призывников. Первый день осенней призывной кампании начался с возложения цветов к мемориалу погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы, после чего первые новобранцы отправились на сборный пункт, где их распределят по военным частям. Осенний призыв продлится до 29 декабря 2015 года. С 19 по 30 октября студенты первых курсов АГУ, а это порядка 600 человек, пройдут диспансеризацию. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики, студенты Абхазского госуниверситета будут обследоваться в рамках всеобщей диспансеризации в стране. В понедельник, 19 октября, в АГУ начнет работать передвижная мобильная поликлиника с бригадой врачей, а также медики 3-й городской поликлиники Сухума. Руководить ими будет главврач медучреждения Ирма Волба. Сотрудники Черноморэнерго проходят курсы повышения квалификации в лучших вузах России. Пока это узкоспециализированные направления, которые помогут улучшить уровень образования и квалификацию сотрудников различных служб энергетического предприятия Абхазии. В ближайших планах у руководства Черноморэнерго обучение подрастающего поколения, желающего связать свое будущее с энергетикой по лимитам в вузах России. О том, где и как обучаются сотрудники Черноморэнерго и какие перспективы развития у отрасли в плане кадров, расскажет Нисфа Аршпа. Эта новость в первый момент удивила, ведь жители Абхазии уже давно привыкли к тому, что своих специалистов-энергетиков у страны нет. Все те, кто обслуживает Ингургэс и другие значимые объекты энергетики, в большей части люди пришлые, получившие образование не иначе, как в Грузии. Как оказалось, руководство Черноморэнерго уже не в первый раз отправляет на обучение и повышение квалификации своих сотрудников. Первое направление – это направление, когда мы сами выходим на вузы, иностранные вузы в Российской Федерации. Я могу их перечислить. Это Московский энергетический институт, это Ивановский институт. Это, в принципе, флагманы образовательные в энергетическом направлении. И начали посылать туда наших людей на повышение квалификации. То есть это те направления узкоспециализированные, по которым мы можем поднять уровень квалификации и образования наших же работников по тем или иным службам. Как известно, сейчас в энергетической отрасли работают люди, в большинстве своем получившие образование в советское время. Тем, кто помоложе, стать специалистом-энергетиком, обучиться внутри страны, увы, не получится. Вот руководство ведомства и решило самостоятельно заняться этим вопросом.
Мы сконтактировали с Министерством образования на предмет возможности получения лимитов в вузы России, естественно, в первую очередь. В принципе, предварительно мы получили одобрение. Единственное, что очень надеемся на то, что наша молодежь будет идти именно в направлении энергетики, потому что оно является очень перспективным для нашего государства, и тем более, что это стратегическая отрасль, на которой базируется, по сути, вся экономика нашего государства. Самая главная задача – это систематизировать любой процесс, как минимум в этой отрасли, для того, чтобы у нас не получалось так, что здесь существует дефицит кадров. Кризисная ситуация в энергетике Абхазии не отменяет необходимости готовить высококвалифицированных специалистов, способных осваивать и создавать передовые технологии, уверены в Черноморэнерго. Ведь самые главные инвестиции, которые нужно делать, и не только в энергетическую сферу, это инвестиции в человека. Нисфарш Бальдар Дамиров, Абхазское телевидение. Миграционная служба Абхазии провела рейд по выявлению нелегалов на территории страны. Ранним утром наряд сотрудников миграционной службы выехал на центральный рынок столицы, чтобы выяснить, какое количество гастарбайтеров живет и работает в Абхазии на законных основаниях и какова реальная ситуация с нелегальным пребыванием граждан других стран в нашей республике. Рената Шакая наблюдала за спецоперацией. Утро на центральном рынке, как говорится, началось не с кофе, а с рейда. Миграционная служба страны провела рейдовые мероприятия по выявлению нелегалов на территории столицы. На сегодняшний день у миграционной службы страны нет возможности контролировать въезд мигрантов непосредственно на границе. Хоть и сложно, но сотрудники службы всеми силами стараются держать под контролем поток мигрантов в страну. Для того, чтобы составить хоть какую-то статистику о прибывших в Абхазию мигрантах, сотрудники миграционной службы вылавливают гастарбайтеров во время своих рейдов. Каждый иностранный гражданин, который приехал в Абхазию для осуществления трудовой деятельности, должен быть легализован. Для этого нужно обратиться в Государственную миграционную службу и получить весь перечень документов. Также хочу обратиться к работодателям, гражданам Абхазии, которые привлекают иностранную рабочую силу. Они должны явиться в миграционную службу для получения разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы. После рейда, проведенного на территории центрального рынка, гостей столицы привезли в центральное отделение миграционной службы. Проверка документов проходила во дворе. Почему во дворе? Как оказалось, здание миграционной службы не приспособлено к проведению подобного рода мероприятий. Центральное отделение размещается в стенах колледжа, подведомственного Минобразованию. Как оказалось, ситуацию в районах контролировать сложнее. Нужен транспорт, которого, к сожалению, не хватает, отмечают сотрудники. Коллектив службы молодой свою работу выполняет добросовестно. И тем не менее, в этом году миграционная служба добилась самых высоких показателей за все время своего существования. Когда мы начинали первый год, второй год, люди вообще не знали, что им надо делать. Сегодня большинство знает, что приехав в Абхазию, надо зарегистрироваться. Если он работает на территории Республики Абхазия, что надо сделать разрешение на работу. Они у нас находятся под контролем. После проверки документов задержанные на центральном рынке представители Средней Азии были отпущены. Из всего количества, это около 200 человек, документы практически у всех были в порядке. Примерно 30 человек попросили задержаться в миграционной службе для выяснения законности их нахождения на территории страны. Рената Шакая, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Третий международный арт-пленэр «Краски осени Абхазии» завершился выставкой в Центральном выставочном зале Союза художников. В экспозиции было представлено около сотни лучших работ студентов отделения изобразительного искусства АГУ и маститых художников Абхазии и России. На отчетной выставке побывала наш корреспондент Сария Смыр.
Тематика живописных полотен кроется в самом названии проводимого мероприятия. Арт-пленэр означает искусство на открытом пространстве, на природе и пронизано солнечным светом, естественными красками гор, моря, растений, среди которых из прозрачной воздушной среды проступают очертания известных архитектурных объектов. И все это видение является собой красоту, среди которой мы живем, но часто ее не замечаем. На экспозицию, созданную студентами отделения изобразительного искусства и маститых художников Абхазии, Северной и Южной Осетии, различных регионов России, были отобраны лучшие работы, написанные в дни проведения арт-пленэра. В центральном выставочном зале представили более сотни лучших картин. Среди работ и полотна Саиды Богатели, студентки 3-го курса отделения изобразительного искусства. Я написала несколько картин, выставили мои работы 2. Вот это Пицунда. Такие арт-пленэры очень важны для начинающих. Это новые какие-то мастер-классы не показывали. Было очень интересно и много чего я узнала. Итоги работы международного арт-пленэра подвел председатель объединения независимых художников «Апсны-Арт» Нугзар Логуа. Он отметил высокий уровень проведения мероприятия. Очень плодотворно мы поработали в том плане, что и студенты наши подключились активнее, чем в прошлые годы, и мастера наши местные поучаствовали. Так что с большим энтузиазмом люди поработали. Я думаю, они получили большое удовольствие. Зарубежные художники, принявшие участие в арт-пленэре, рассказали о своих впечатлениях. Первый раз на пленэре, очень понравилось. Я живописец и ювелир. И я приеду домой и буду работать, воплощать то, что я увидела еще в ювелирных изделиях. Думаю, что у меня получится передать ваш колорит. Несколько лучших картин с отчетной выставки будут отобраны для фонда выставочного зала Союза художников Абхазии. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Футбольный клуб «Рица» стал обладателем Кубка Абхазии по футболу. Они одолели своих соперников, команду клуба «Афон» со счетом 3-1. Футболисты «Афона» вышли на эту игру в качестве двукратного чемпиона Абхазии. С самого начала футболисты «Рицы» активно атаковали, результатом чего стал забитый на 3-й минуте мяч. Вперед свою команду вывел Тимур Сангулия. Победитель определился только в дополнительное время. За несколько минут до конца первого тайма дополнительного времени игрок гудаутской команды Виктор Пимпия вывел свою команду вперед. А в начале второго дополнительного времени счет стал 3-1. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 61 рубль 36 копеек, евро 69 рублей 77 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24 градуса. Температура морской воды плюс 23 градуса. По Сухуму ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16, днем плюс 23 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.